Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас, дорогие зрители, гости канала. Тема сегодняшнего гадания звучит так. На пороге каких отношений вы стоите? Мои милые, вы можете загадать на какого-то конкретного человека, а можете просто загадать на будущее отношения, на будущее знакомства. Если тема интересна, пожалуйста, присоединяйтесь. Посмотрите на песочек, так и спросите, на пороге каких отношений я стою, что ждет меня в будущем. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте-ка посмотрим, что нам расскажет песочек. На пороге каких отношений вы стоите? Так, а выбор тут у нас какой пришел? Ну, давайте начнем по порядку. У многих может быть такая ситуация, что вы либо находитесь сейчас в отношениях, но отношения какие-то либо пустые, либо ничего вам не дают. Либо у вас очень давно не было никаких отношений, и вы чувствуете себя, как говорится, нет и не надо, да, либо человек, который, в принципе, очень одинокий. Одинокий человек, который не признает свое одиночество. То есть вы говорите, ничего, у меня есть и другие интересные дела, и, в принципе, я не страдаю. Хотя, на самом деле, по факту, да, вы страдаете. А вам сейчас есть чем заняться, но при этом периодически мысли есть. Кстати, у кого-то могут быть сны. Сны, что вы в отношениях, что вы там, например, жена, что есть любимый человек. Могут даже у кого-то быть интимного характера сны. Это нормально. Ваш мозг, ваше тело просит отношений, и, возможно, интуиция вам уже показывает картинки вашего будущего, когда вы, знаете, как императивным путем можете почувствовать, что такое быть в отношениях. Да, вы же во сне своем чувствуете, что вы там счастливы, либо вам хорошо, вам нравится, когда вас обнимают, либо когда вас целуют. То есть вам даются такие подсказочки, что не нужно себе ставить крест, что любовь — это хорошо, и быть в отношениях — это замечательно. Вас, мои дорогие, подводят. Я вижу, что к вам идут сразу несколько человек, несколько кавалеров. Причем один из кавалеров, он вышел, видите, прям такой с флажком идет, да, идет сдаваться. Это человек из вашего прошлого. Человек, который в вашей жизни уже присутствовал. Человек, который в вашей жизни уже чем-то отличился. И этот человек идет к вам, видите, с этим флагом, да, типа я сдаюсь, прости меня, будет за что-то просить прощения, будет умолять вас о том, чтобы дать ему шанс, чтобы с ним построить отношения, чтобы быть с ним вместе, чтобы вы как-то простили, да, то есть он будет просить прощения, но с намеком на то, что я хочу опять вернуться, я хочу опять в ту же воду зайти, да, на те же отношения выйти. Я думаю, что вы его не примете, я думаю, что вы его, скорее всего, простите, но прогоните. То есть этот человек вам, не совсем, да, не совсем то, что вам нужно. Смотрите, человек появится в течение 9 периодов времени. Это 9 часов, 9 дней, 9, может быть, 9 часов, то есть да, через девяточку идет, через девяточку. А дальше у вас есть человек на букву Б. А на букву Б либо это его имя, либо это его фамилия, либо место, где он находится. Этот человек, он будет с вами знакомиться, этот человек будет к вам пробиваться, этот будет человек пытаться с вами наладить отношения. То есть у вас идет отношение с человеком на букву Б. Человек на вас похож, но человек может что-то скрывать, человек может быть не совсем свободным, либо он может быть под обязательствами. То есть смотрите, у человека может быть семья какая-то странная, да, либо там родственники больные, за которыми он должен постоянно заботиться, и свою личную жизнь он устраивать не может. Либо он может быть женат, и, например, жена с детьми где-нибудь в деревне, а он, например, работает в городе, живет типа холостой жизнью. То есть он это все успешно скрывает, он гулять с женщинами может, общаться, встречаться, любиться, как говорится, брак предложить не может. А человек очень интересный, вам понравится. Я вижу, что вы с ним как-то будете сотрудничать, либо вы с ним где-то окажетесь рядом по каким-то
обязательствам, да, то есть работа, либо это соседство, либо это какие-то курсы, то есть, может быть, даже познакомитесь как-то в транспорте с ним, да, то есть общение идет, знакомство идет, и вроде как все хорошо у вас начинается. Но вас в этом человеке будет вот прям смущать, вот ваша интуиция будет говорить, что что-то не так с ним, что да, какая-то есть тайна и какой-то секретик у этого человека есть. Человек, да, будет до последнего упираться, он о себе ничего не расскажет, либо он очень много всего расскажет, но по факту, как кажется, ничего не рассказал. Мои дорогие, прям соблазнитесь вы на этого человека, но что я могу сказать? То есть этот человек идет, да, там, поразвлекать, больше он идет как друг, чем как, например, муж, либо любовник. Но кого-то, может быть, и любовником он станет. Но тогда не рассчитывайте больше, чем на любовника. Человек просто на ближайшее время, на ближайшие, может быть, даже несколько лет, он просто не сможет стать вашим мужем, либо не сможет полностью с вами связать свою жизнь. Что-то у него, какой-то хвостик достаточно серьезный есть. Дальше. Я еще вижу у вас тайно влюбленного человека у вас. Тайно влюбленный человек влюблен уже очень-очень давно, очень за вами давно наблюдает, страдает и сохнет по вам. Человек, на которого вы не обращаете внимания, может быть, вы и догадываетесь, что этот человек вас любит, и может быть, даже когда-то давно вы уже ему отказали, но тем не менее, человек все равно содержит в вас сердце, и все равно он, думает о вас, хотел бы с вами быть, хотел бы с вами построить любовь, хотел бы проявиться. Человек, как может быть, как какой-то заноза, да, либо какой-то репях. То есть, как только вы на него смотрите, там с ним приветливо разговариваете, то он сразу к вам цепляется, а потом вы уже не знаете, как от него избавиться. Вот, поэтому у вас всегда есть вариант в этом человеке, да, в лице этого человека. Но, еще раз говорю, вот он вам не нравится, чем-то он вам не подходит, вы его просто не принимаете. Вот не хочется быть с ним. Дальше идем. У вас интересная идет линия на будущее. То есть это будущее, которое у вас произойдет, может быть, через месяца 2-3. Я вижу, что через 2-3 месяца вы будете в отношениях, ну, по крайней мере, вы вот так себе говорите, что я в отношениях с человеком, который либо он не местный, либо он какой-то приезжий, либо он какой-то из интернета. Понимаете, у вас с ним расстояние. У вас с ним какая-то такая влюбленность сумасшедшая пойдет, такое влечение к друг другу. Но может быть то, что вы на расстоянии, вы сможете расслабиться, да, вот прям у вас такие разговоры какие-то необычные будут, вы прям все друг другу будете говорить, вы будете делиться своими, может быть, какими-то мыслями, фантазиями, причем там о будущем, о сексе и прочем. То есть какой-то вот драйвовые отношения, драйвовые отношения у вас с этим человеком будут. Но, опять же таки, вас разделяют очень много. Когда вы с ним вместе встретитесь, может быть, немножечко как 2 шага назад будет. И у вас, и у него. Потому что настолько вы друг другу раскроетесь по интернету, что в личной жизни немножечко испугаетесь этой ситуации. Но я вижу, что вы оба порядочные люди, и вам бояться нечего, и переживать вам не за что. Поэтому, мои дорогие, не расстраивайтесь, не зацикливайтесь, принимайте то, что вам идет. Этот человек вам идет как друг, как товарищ, как любовник, как муж будущий, как человек, который с вами может свою жизнь соединить и вас сделать счастливой. То есть он идет к вам. Не вы к нему идете, да, а он идет к вам. То есть он к вам, например, приедет, он вас там будет звать замуж, уговаривать на что-то. Ну, а вы же думаете, решайте. Человек очень неплохой. Может быть, немножечко консерватор, может быть, немножечко закрыт, может быть, немножечко такой, знаете, суховат на чувства, на эмоции, но очень добрый, очень отзывчивый. Он любит детей, он любит помогать, он не делит людей на своих и чужих. Если он принимает человека, то он принимает все от этого человека. И его прошлое, и его настоящее. И готов разделить будущее с этим человеком. Не жадный, спокойный, уравновешенный. Но есть у него такой пунктик, когда он либо какой-то будет слишком зацикленный на чем-то, да, либо там слишком чистоплотный, либо наоборот слишком такой, знаете, как свинюшка, да, может там вот пойти, там кучу всего там наделать, перевернуть полкухни, при этом типа как ничего не бывало. Какая-то вот у него будет особенность, какой-то пунктик, который будет вас очень сильно раздражать. Но я так понимаю, что вы с этим справитесь, вы переживете этот момент. Самое страшное и самое сложное в ваших отношениях — это вот эту дистанцию, которая между вами будет, ее перервать. Это будет нелегко, сразу говорю, нелегко, уйдет на это очень много переживаний, очень много
сомнений, будете прям так думать и прям решать, да, что же делать, стоит, не стоит, нужно, не нужно, и как мне на это правильно реагировать. Мои дорогие, вот если человек будет иностранцем, действительно, в прямом смысле слова, там, другой национальности, другой там, религии и будут говорить на другом языке, то в вашем окружении сразу активизируются женщины, которые будут вам говорить: да ты что? А вдруг он маньяк? А вдруг он там тебя в рабство продаст? То есть, ну, какая-то вот такая чушляндия пойдет. И вы сразу сможете понять, и вот кто будет вам такое говорить, человек, скорее всего, вам просто тупо завидует. Сразу, вот как говорится, Бог шельм метит, вы сразу поймете, кто эти люди. Поменьше, вот прям поменьше рассказывайте и, ну вот, понимаете, кому можно говорить, а кому нет. Я вижу, что ничего страшного с этим человеком прям вас не ждет. Наоборот, вас ждет какие-то новые возможности, новые перспективы. Переезда в другую страну, переезда в новую какую-то необычную для вас формацию, в новую жизнь. Вы уж будете думать, вы уж будете выбирать. Эта ситуация немножечко вот такая, знаете, вот ближе к концу года, скорее всего, у вас разыграется. Ну, а сейчас вот вы будете думать об этом человеке на букву «Б». Да, человек интересный, но вы знаете, вы захотите в него влюбиться, но не получится. Вот как-то ваша интуиция, может быть, ум, сердце вот скажет: ну, как бы да, он прикольный, но нет. Скорее всего, нет, это не наш типаж. То есть с этим человеком у вас отношения вот прям такие на пороге, как говорится, да, вот и произойдут. Ну, мои милые, думайте, выбирайте, смотрите, сколько у вас кавалеров тут, и вот этот тайно влюбленный в вас все чахнет. Видите, вот сидит такой одиночка и чахнет по вам. Где-то вот он вас видит, да, либо в окно, либо в компьютере, либо в телефоне он вас видит. И вот это еще прошлый вот прям придет, скажет: прости меня, впусти меня, люби меня. Так что, мои милые, то есть я вижу, что вы окружены, и внимания очень много к вам. Мои дорогие, на этом цыпочка моя закончена. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.